Все? Смотрим концентрацию, да? Надо нам выйти или что? Да. Никуда не сделать. Ничего не... Началась мысль. Ну вот. Ну подожди, камеру Почему она постановлена? Или он идет? Идет? Не понимаю. Сергей, не отвлекай, я тебе сброшу ссылку, когда будет. Трансляция будет раз. Так. Что-то со скоростью стало, мне кажется. Что-то вот одному двигателю. Ну мы назад Рамадан поставили. Не, ну понятно, ну смотри, ну вот. Ну вот. И что это? Это картина. Что-то, блин, с этим белком. МКС, блин, варит вообще ништяк. 20 минут. Но это не то, что было. Мне нужно то, что ну, Сейчас. короче, мне нужно то, что сейчас. Где? Дорогие друзья, приветствую вас на стадионе «Центральный матч» Как сработало? чемпионата Республики Беларусь по футболу, вторая лига, «Спутник», Рункачи, МФК. Нажал что-то, да? Да. Что вот у меня не нужно ничего? Что вот здесь? Почему здесь ничего нет? Здесь мы выбираем, что. Так, давай другой. Позвони чуваку. А, вот. Вот, смотри, прямой эфир. Ты прямой сейчас? Да. Сергей вернул камеру. Ну-ка. Задержка до 20 секунд. Это на стриме. Это не нормально. Ну, вот, да. Да, ну. Ага, везде 20 секунд. Не зависит это от этого. Все, короче, давай. Все, валим? Нормально? Я думаю, да, что? Нормально, нормально. Если выключим, я не могу мы по гребенке видим, что мы валим. Хорошо, динамик, чтобы нас не слышали. Нет, динамик, чтобы я сам себя не слышал. Ну что, кто за камерой будет стоять? Да. Нравится. Какой, сука, фокус медленный. Ох, ладно. В общем, за неимением поварихи, блин. Умеешь? Точно умеешь? Ну как точно умею? Первый раз я вообще вижу. Все, тогда я буду дарить. Так, ребята, ссылочку. Сейчас, куда? Не, ну хотя что тут иметь? Куда ты кину ссылку? Есть? Кольцо. Да, я понял, это обычно. Фокус не трогаю, он на авто стоит. Скоро мы так будем, только на маленькую стримовскую хуйню заказали. Смотри. Блин, что-то... Покажи мне эти козырьки. Давай вообще откручивай его дофига. Вот это. Получив? Ага, вот. Я бы мешал смазать. Что ты здесь мучился с розеткой? Она не влазит. Я ее выкрутил так. Что ты напрямую? Электрик. Там нашего выбора до хрена. У нас, блин, была тема, бляха, 40 минут до матча, блин, надо что-то делать. Ё-моё, руки, слушай, здесь нюансы. Типа у нас... Что ты хочешь, типа, ВК скинуть, чтобы он фиксировать, да? Ну, как через комп надо делать. Да? Дай пробую сделать через этот. Сейчас я тебе сделаю. Блядь, я не помню мой пароль на ВКонтакте.
Тогда через Google, через браузер. А, я понял, да. Полная страница. А как там настраивать? Добавить видео. А, и типа через линку, да? Прикольно, кстати, да, я понял. Именно как полная страница, да? В общем, полматча ты, полматча я. Я думаю, будет честно. Штатив надо смазать. Его вчера только отдали. Знаешь, как мы их получали? Я свой смазывал сегодня утром. Знали эту историю, блин, там без слез не глянешь, там, типа первый полсезона. А вам еще рано, да, там? YouTube пишет 720, да, сейчас? Да. Денис, вот так, да, смотри. Типа сюда добавить видео. И типа... Знаки ссылок. Да. Все сюда вступишь. А звук есть? Звук есть? Ты же звук здесь видишь. Звук. Есть. Прекрасно у нас А, здесь. Как я добавить? Для начала? Сколько времени? Тоже можно еще. Для начала доставка осталось еще минут 8. Думаешь? Да, потому что куда они сейчас выйдут, потому что ваши еще только туда зашли. Буду сейчас я выйду. Привет, пока. Гимн. Бля, вроде и призыв кидали, и чё? Не, слушай, чувак, и погода, ты чё, ну... Да это без вариантов. Вы призыв не видели? Нет. Да, я вижу. Блин, таки раздал эти на шарфике. Шарфик, получается. Ну это называется гордо шарфики. Нам просто Даже надо, из текстиль сказал, что это шарфики. нам надо с другой стороны было тоже пришивать так же. Типа Да слой. хрен они, блин, ты чё? Они утырки будут. Почему показывает час? Почему показывает час здесь? И это не то, не то видео, по-моему. Ты чего? Нифига, все то. Ты что, включился? Все то просто 20 секунд ждешь. А, Внимание! Гурченкин республики. Гитарист? я, наверное, буду, да. Правда, я вашего состава толком не знаю, надо будет по протоколу. Да, такого количества людей вообще. Было часов.
Да. Нет, вообще это штука. Надо меньше. Ну а Квикшеру откуда же не взять? Я еще не подписался. С камеры как? Да камера должна с никакой отпечатки. Титр матча Роман. Там есть кто-то, да? Я бы Я думал, ты в онлайн-трансляцию хочешь приходить? Не, ну я буду, да, комментировать. Далее. Алло. Ну. Идет, что идет. У меня идет. А у нас идет? Ну, Олег, сейчас я проверю, подожди. Выбрать себе нормальный интернет. Все работает. Все, да, Вы точно знаете. Не считаем. Ну что, слова? А, вы затыте, да, пошли. Вы некуда включить. Ладно, говорят, что нас хорошо слышно. Всем привет. Смотрим сегодня матч 11-го тура второй лиги Беларуси по футболу. Да. Вчера специально сделали перерыв на чемпионате мира для того, чтобы мы могли насладиться этим прекрасным зрелищем, белорусским футболом. Как видите, аншлаг сегодня в Речице. Для такой погоды довольно много людей. Обе команды, и Курымкаши, и Спутник, идут в верхней части таблицы и претендуют за выход в первую лигу. Спутник на втором месте, если не ошибаюсь, а Курымкаши на четвертом. Ну, там очень маленькая разница пока по очкам. Номер 9, Алексей Сагин. Что, и вне игры нету? Зажег вне игры. Можно протокол? Номер 25, Филипп Алексеян. Номер 28, Павел Пастаков. Послушаем пока, как объявляет диктор по стадиону состав хозяев. А потом, если кому-то интересно, даже если никому не интересно, я все равно прочитаю составы команды. Номер 15, капитан команды Андрей номер 11, номер 88, Илья Братенко. Не знаю, слышно ли вам, но здесь хорошо слышно, как Владимир Шибек заряжает гостей на борьбу. Разыграли быстро хозяева мяч. Прошел. Ну что, по лучшей традиции ознакомимся с составами. Начну с гостей. В воротах Антон Шунто. В центре обороны Александр Булина и Владимир Шибека. Справа Дмитрий Гахария, слева Кирилл Алексеян. В полузащите Игорь Макаров, Олег Дыболь, Павел Баскаков и Дмитрий Жданок. В
Впереди играет сегодня Илья Новицкий, что может явиться откровением для болельщиков Крумкачева. И Алексей Ходневич вернулся в стартовый состав. Хозяева. В воротах Кирилл Якута. В защите Дмитрий Чаркин, Николай Рубанов, Александр Козел. А тут уже дальше я не знаю, как по позициям, поэтому буду просто читать. Евгений Фомин, Александр Мять, Максим Дашук, Андрей Архипцев, прошу прощения, Иван Барцевич, Денис Яхно и Илья Затенко. Ну, посмотрим, как пройдут старты минуты, пока больше с мячом хозяева. Крумкачи сегодня в белой форме, не по погоде. Вот уже опасная атака может получиться с мячом. Ого, хороший удар наносил по своим воротам Евгений Фомин, но не точно. Хорошо струбил. А вы обычно отсюда снимаете? Нет. Хорошо слышно болельщиков Воронов, которые приехали из Минска. А хорошо видно Мартина отсюда. Угловой. Ну, смотри, могут получиться в 3-3 выход опасного у спутника. Гахари. Ну, опасно, конечно, было. Мяч отходит. 41-й, такой очень опасный момент. Чуть не нарвались Крумкачи на контратаку. Хорошо хозяева убежали, но не хватило точности последнему пасу. Ребята, пишите в комментариях ВКонтакте, слышно ли нормально ли картинка. Очень важно для того, чтобы мы могли как-то отладить, сделать это еще лучше. Илья Новицкий не успел на передачу. 97-й номер. Первый матч точно в основе проводит Новицкий. Не уверен, что выступал. Может быть, на замену выходил в нескольких матчах. Но интересно будет смотреть, как он проявит себя в этом матче. Против одного из лидеров чемпионата сегодня. 2 мяча, может быть, но... Нарушают правила футболиста спутника на, кажется, Алексея Ходневича.
Показалось, что вне игры был, но нет, смотрите. Слава богу, что нет видеоповторов в чемпионате Беларуси, ребята, я вам скажу. Пока больше времени хозяева проводят на половине поля Крумкачев. Тамилья Арновицкий отмахнулся, нарушил правила. Ну вот опасный момент может получиться. Что там было такое? По-моему, ничего, просто отворот и все. А нет, угловой показывает. Хорошо, Макаров забрасывал на Алексея Ходневича, но не удалось Леше первым добраться до мяча. Ну и защитники, в принципе, не отпустили нападающего. Там вообще, по-моему, отворот, да? Да. А сначала показал угловой, по-моему. Не-не-не, все правильно. Пытались разыграть Крумкачев, но могут опять нарваться на контратаку. Алексеян уже не успевает вернуться. Полк Гахария сейчас как обрезался. Ну точнее как не пошел на перехват мяча и что, угловой? Ну, Гахария, можно сказать, исправился, по крайней мере, не получили. Но будет стандарт. Хорошо вы забиваете со стандарта? Не очень. Германия тоже не особо в этом году со стандартом. Вообще в этом году. В этом году вообще не особо. Таймер, кстати говоря, подсказывают нам, что таймер она стоит на 0-0, мы забыли запустить таймер, так что во втором тайме запустим, ребят, спасибо, что подсказываете. Поехали? Да. Хорошая была передача, но по мокрому полю мяч. Тяжелая. О, Архипцев опасно атакует здесь Алексея, но... По-моему, он только перевел на угловой, нет? Нет, а мне показалось, что перевел. Но... Тоже показалось, что Антошка отбил, а тут получилось, что... Ну...
Хорошо убегает, конечно, игроки Спутника. Бухарию сделали это уже как момент, может быть, но... И то, что поле, да, не дает принять мяч, как хочется. Но очень опасно, и там даже болельщики подумали, что мяч летел в ворота, но все-таки с внешней стороны. Всеми штампами я сегодня буду говорить. Моцно, але не докладно. Моя задача сказать 100 штампов за этот матч. Можете считать. Юрий Гайдукевич, в протоколе ошибка или точно номер отобрали? Дело в том, что нет привязки к номерам в второй лиге. И если у нас новичок Владимир Лойко, вратарь молодой, заявлен за Крумкачи, там, ставьте сердечки, там, подписывайтесь, если вы рады этому факту. Так что сегодня Владимир Лойко у нас в запасе под номером Тощуна. Там фэрплей был какой-то? За что? Ну, уже мог помочь, но нет. Наши? Тактика. Мы ее придерживаемся. Антон Шантос забрал мяч и призывает это сделать своих партнеров по команде. Ну, сейчас как бы легкая неразбериха была. Ну, защитник предпочел спокойно выбить мяч в лаву. Здесь мы передаем привет Дмитрию Яшину, Самару. Опять немножко. Спутник, интересно, да, вроде как начинается вот какая-то атака, пытается Крумкачев, а Спутник сразу выбегает в контур. Жанок сейчас будет переводить явно на фланг. Вот Новицкий вроде неплохо сыграл, а никто не открылся под передачу. Вот опасно сейчас Баскаков. 1 в 1 против защитника. Будет обыгрывать. И завозился. Там 3 человека его накрыло, и третий отобрал мяч. Может, немножко надо было раньше избавляться. Вот один Жданок. Много Крумкачева на половине поля. Спутника. Ну и Дыбель наносит удар. Очень неточно. Ну дай пробить. Метров, наверное, 30 было, 28. Если я заложу в камеру, в кадр, вы говорите, я буду ходить.
Ничего не было. На самом деле. Выбей мяч. Все, там же ничего не было. Ничего не было. Мне казалось, что последний ногой. А, за машину. Да. Не сам себе, а задней ногой вышел игрок. Да, последней ногой он ударил по ногой. Вроде одну он играл, а вторую нет. Вот здесь будет повтор. Оказывают ему помощь. А кто это из спутника? Врач. Ничего, врач. Там комок как будет. Да. Там ходит. Там уже советы дают на трибунах, что надо сделать в этой ситуации. Мартин принес зонтик Юле. Аут. У нас этих камер в клубе. Как грязи. Погода стала хуже, как я понял. Просто нам-то отсюда, где мы сидим, нет разницы. Поэтому ведь Виталик Мурашко, который сейчас снимает этот матч, он выбрал не путь футболиста клуба, а путь оператора. Так суши. Может, зонта завалили. Сам упал, кричат реческие болельщики. Я думаю, что упал он действительно сам, но как бы вопрос после чего. Люди советуют пойти Жданку перебирать картошку. Я думаю, сразу после окончания матча, когда он приедет в Минск, он последует этому совету, но сначала нужно сыграть. Вроде Леша Ходневич хорошо сбрасывал, но там никого нет. Потому что Коши на лавке запасных. У вас два фантектора? В смысле два? Второй наш? А где второй еще один? Ага. Я просто не знаю, 25 минут, 24 минуты искрометного футбола. Очень сложно успевать за событиями. Вот замена вынужденного спутника. Илья Затенко покидает поле, выходит вместо него номер 13 Виктор Лагутин, да. Опа, сейчас Шебека должен первым успеть, молодец. Тоже не стал пожарить. Мартин в игре принял участие. Если вы не поехали в Речицу, смотрите этот матч по интернету, то могу вам сказать, что здесь очень круто. Английская погода. Английская погода, английский футбол. Какой хороший пас на Новицкого. И молодцы защитники тоже не стали пороть горячку.
Он недоволен. В адрес нашего тренера. Ох, какой дыбль наносил удар, и защитник блокировал. Какие были сканы? Ты не говоришь, не попал. Ты знаешь это точно? А, он здесь, наверное, где-то чуть сбоку. Правильно? Я смотрю тоже не он, нас двое. Оба тренера возмущаются в адрес Маковски. Будет угловой подавать Крумкачи на 26-й минуте. Ой-ой-ой-ой-ой. Макаров бил, да, не угол выцеливал, но получился пас на Болбоя, который стоит за воротами. Новицкий справился с управлением собственным телом. Крумкачи были уверены, что мяч они будут выбрасывать. Но на самом деле было видно, что он не ворона. Очередной заброс на Новицкого ни к чему не привел. Зафиксировал вне игры в момент передачи. Ничего себе. Говорит, что офсайда никакого нет. Шестой арбитр? Да. Система ВАР работает. Офсайда не было, теперь придумал, понятно. Пен находится впереди, а пока не знаю. Сегодня играет ставка ничья. Мне интересно, получится ли Новицкого в этот раз убежать. Ну нет, опять защитник первый на мяче и... Аут, да? Жданов потерял мяч. Я где-то сколько уже видел. Это же Full HD, да? А, это просто... 20 это 56, просто треугольник.
То есть даже не HD. Ну, качество вроде говорят хорошее, люди смотрят. Качество отлично. Лучше, чем Кто там бил? Болина, что ли? Да. Пытаются болельщики Промкачева перекричать местных, но интересно так звучит, потому что заводит тогда и местную публику, не только фан-сектор, но и людей на трибуне центральной. сзади фол у вас. Желтая карточка, там Новицкий, да, проигрался? Здесь, по-моему, краска была. Система лав. Сейчас интересно было, потому что показалось. Павел Баскаков. Ну вот интересно может получиться. Уже больше футболистов. Воронов. Но Оречевские успели вернуться назад. И уже вторым темпом атака подходит, надо будет уже разыгрывать позиционно. Баскаков, конечно, интересно перемещается. Сначала был в центре, уже сейчас. Ну вот не получился удар Макарова. Вроде неплохо разыграли, никого не было, можно было получше подготовиться. 31-й матч, потому что нет. Своим воротом удар был. Ну, мне тоже показалось, что дубль снял с ноги у него, но... Я думаю, кроме нас посмотреть никто не будет, кроме тех, кто будет разбирать матч. Оп! Разве что если Спутник подаст на 32-й минуте. Не, на самом деле команда вот по сравнению... Да? Ну, на самом деле, вот заметно по предыдущим матчам, если сравнивать, что гораздо более боеспособная команда. Рижский Спутник. Чем большая часть, гораздо большая часть команд второй лиги. То есть разрыв такой есть. Есть лидирующая группа команд, это Рух, Спутник, Крумкаши, Ашмяны. Можно сюда отнести Узду. Осиповичи, ну, могут отобрать очки, как у нас в прошлом туре. Вроде неплохо скинул Леша Ходневич на Новицкого, но там зафиксировал вне игры, и то боковой арбитр, так что до опасности как бы дело не дошло. Ох, Макаров как-то в падении, ну, опасный момент. Это против Шкабара, да? Нет, не Шкабара, здесь как тут я путаюсь.
Добавил там заявку. Заявку. Очередной раз разыгрывает Спутник вот таким вот образом. Что за свисток? Что это было? Что там было? Что, не даст? Не по свистку разыграть. Ну что, еще одна попытка. Очень странное решение судьи, на самом деле, ни на что не повлиявшее. То есть просто вот... Ну, Спутник потерял мяч, и давайте заново разыграем. Ну, если надо было вводить мяч по свистку. Я это называю буква закона. Очень далеко от жизни. Илья Новицкий. Ну, хорошо разыграли на самом деле. Но момент очень опасный на самом деле. Видно, наигранная комбинация. Оставился один Архипцев. Делал передачу и могли завершать. Заставляет Новицкий защитника Спутника вбить мяч в аут. 37-я минута подходит к концу. Вот так. Вот он бежал. Ну как? Ну зачем? Желтая карточка Шебека за игру рукой. Ну, изначально, Да конечно, ладно. был толчок в спину. А, он толкнул его? Нет, я не разбираюсь в футболе. Закрылась трансляция? Возможно, здесь было... Судья явно не хотел ничего. Вова. Антошка. А вот там рука была у человека. Ну... Сейчас мы посмотрим, как играется второй матч, который начался в 15:00. Второй матч второй лиги, как вы понимаете. Не так просто зайти, как играется матч второй лиги. Знаете, надо зайти на сайт Football Blind. Не, обычно не надо. А, в Минске начался матч тоже в 15:00, только у нас здесь Энергетик Богату, Мирмонагр. Вы подскажите ему, что никого нету. Многочисленно, много игроков Крумкачева. От ворот. Подача Гахари, не нашла никого. Штрафной.
Что, много шариков раздали? Потому что половину не вижу. Такое. Пойду в трубу, пойду к нашему должателю. Жданок. Не зафиксировал? Не зафиксировал. Стимулер говорит обратно. Играли. Ой-ой-ой-ой-ой, Жданов вроде бросил на Новицкого, и там мяч в луже оказался. А когда мяч оказывается в луже, то бьется удар от ворот. Да? Ну, если от нашей команды. Если от вашей, то угловой. Разыграли. Будет еще одна подача, скорее всего. Первый на мяче. Но на самом деле сейчас вот уверенность играл Долина. Там дубль потолкался, но... Что сейчас Болина будет делать, посмотрим. Далекий заброс. Очередной раз Ходневич выигрывает воздух, некому, то есть либо центральный защитник, в данном случае вратарь. Первый на мяче. Вот сейчас может быть опасно, опять Архипцев по своему флангу здесь пытается прорваться, прорывается. И мяч уходит на угловой от дрибля. Хорошо прорывался Архипцев в очередной раз, уже со своего правого фланга нагнетает. Одна минута до конца первого тайма. Не знаю, будет, может, 1-2 минуты добавлено, но... Сейчас надо выставить это угловой. Ну, промазал игрок, а потом был опасный удар, и там, по-моему, 2 игрока получили небольшие повреждения в столкновении. Алексей Ходневич. Я не вижу, кто из нокаута, наверное, Яхну 11 минут, да. Ну, вроде просто поднимается.
Одна. Пришла тут новость очень важная, не касаемо нашего матча, но я думаю, всех она порадует или огорчит. ФИФА прекратила сотрудничество с Диего Марадоной из-за его поведения и не будет платить ему 11 тысяч евро в день. Представляете? Как же так? Пока самое главное событие нашего первого тайма. Бежит в атаку спутник. Еще один угловой успеет подать, наверное, да? А не обратил внимания, сколько я показал? Минуту. Значит, минута уже, наверное, прошла. Только вопрос. Даст, наверное, подать угловой и не загадывать до конца первого тайма. Я скажу. Интересно, что арбитр не свистит, хотя уже время давно вышло, и он, наверное, забыл. Алексей Кучук требует удар. Ну, реально, не одну минуту добавилось, судя по всему. Насколько они играют уже? Да. Другого. В первом тайме. Нет. На атаке спутника завершился первый тайм. Вам хорошо, вы дома можете сходить на кухню, взять бутерброд, заварить чашечку кофе, а мы в это время сходим, помокнем на улице. Может, выключите как-то? Можно как-то остановить пока нет? Можно? Ну, просто на стоп. Не знаю.